Истак Мазардай Зардама. Приветствую всех достойнейших людей нашей страны в мой прямой эфир на канал Асса. Сегодня тема о корнях русского и астинского языка, тема культуры, культра, культ цвета. С этой лекции вы узнаете о ваших единых корнях культуры мировоззрений Древней Руси, которая была распространена. Данная тема будет интересна тем, кто исследует свои корни, культуру. И хочу обратить ваше внимание именно со стороны русских, чтобы они обратили внимание на астинский язык. Вообще, давайте, наверное, поскольку тема такая, я хотел прежде сказать о том, что от меня часто предупреждают: Фред, будь осторожней с солярными символами или свастикой. И что бы я хотел сказать, естественно, с моих уст никаких нацистических лозунгов нет. Так как данный канал — это канал о физической голландской культуре, то есть делюсь я своими знаниями, то есть данный символ, символика в разные ее вариации, не то что можно сказать, вся наша культура, древнейшая культура тут распространена не только на Кавказе и на всей территории нынешней, России, не только, по всему миру. Этот символ, несущий символ знания, мироздания, Творца, в общем и целом это символ Творца или принципиальное устройство души, то есть символизирующий самого человека. Этот символ, он был не только на Кавказе, на древних памятниках, то есть взять древнейшую культуру тут на Кавказе, это майкопская культура, кубанская культура, взять, к примеру, кубанские топорики. Наберите в поисковике кубанские топорики, вы увидите там солярные символы. То есть возьмите скифское золото, оно все на основе солярного символа. Начиная от хищнического, звериного скифского стиля, где хищник нападает на жертву, и он образует такой солярную форму, образует. То есть основу. То есть это идеология, мировоззрение ариев. Наберите в поисковике солярный символ на груди у Будды или в буддизме. Вы увидите, что на статуях Будды везде вот этот солярный символ. То есть Гитлер его очернил. Это я так, что вы знали, так как у меня тема культура, а наша культура именно соприкасается, хотим мы этого или нет, с этим символом. Да, даже в Ингушей на флаге солярный символ на
Везде на память, на Дегорском склепе, везде эти символы, танги, они распространены. Но просто, чтобы вы знали, что никакое не отношение с точки зрения нашей культуры, то, что и я несу, никакого не имеет отношения к истреблению, да, символ, который несет истребление народа. То есть это символ самый древний. Если есть символы древнейшие тут на планете, символизирующие не материальное, то это символ солярный, как и крест. Разница лишь в том, что солярный это тот же крест, только в движении. Дух воплоти, тот же знание оно несет. То есть каждый из его лучей символизирует первый элемент наш с вами. Прежде всего, дух Творца. Понимаете, в нем заключены знания. Оно описано в тибетской книге мертвых, допустим. Кто не смотрел, посмотрите. То есть, подождите, заблокируют там, опять выскочили какие-то черти. Чтобы они не мешали. Всех приветствую еще раз. Пока вопросы не задавайте, чтобы потом, чтобы не обижались, что я не обращаю внимания. В общем-то, то, что у меня, вот я вам представлял, все это, типа музей-храм, идея создания у нас тут такого в центре города. Образец. То, что и за спиной, то, что вы часто говорите, а это фашистский, а это нацизм. Нет, это символы нашей культуры, просто я их решил все в одном сделать. То есть знамена, символику в разных ее вариациях. Что вы там, для подстраховки я это на всякий случай говорю, мало сегодня могут, да, за это зацепиться, что. Но это не вопросы ко мне, опять-таки. Я лишь тот, кто познал свою культуру, знаю и вам ее освещаю. Да, я не виноват, что... Да, тогда вы должны винить Вселенную или Творца за то, что он символизирует такой символ, древнейший символ. Мы против фашизма, наши предки воевали, и вообще, то есть он его просто использовал как идеологию фашизма, то есть, что вы понимали, очернил. Нужно быть справедливым, вещи называть своими именами. Я тот, кто знает свою культуру, просто вам это говорю. Теперь начну тему уже. Русский язык. Русский, астинский, корни русского, астинского. Вот астинский язык изучают как древний иранский, древнеперсидский, древний саксонский, германский. Многие лингвисты, ученые не просто как язык, как сакральный язык, язык символизма, можно сказать, язык богов. Почему язык богов? Об этом я в предыдущем ролике и эфирах я об этом говорил. Факты и доказательства. Их достаточно. Тот, кто не понимает, это его проблема. Но пусть вообще все мои эти эфиры, то, чем я делюсь, это мое, да, как говорят, сугубо, да, субъективное мнение, личное, да, мое познание. Кто как к этому относится, это его для исследования. Ставлю, то есть большим, вот можно сказать, мои эфиры это один большой вопрос. То есть факт ставлю перед фактом многих, над которым вопросом вам надо задуматься, да. То есть такой
исследовательский. Многое из того, что я вам говорю, мне говорят, ты это откуда взял? Ниоткуда, со своей головы, душой, сердцем и умом. И никто вам, вы это нигде не... Вот то, что я говорю, вы это первый раз смогли слышать. Ни от кого вы это. Точно так же, как и сегодня. Многие русские, изучающие свою культуру, они не слышали, не знают, что... Они знают, что, во-первых, что они знают, могут знать, что русский язык, это доказано, это санскрит, как и осетинский. Наш язык относится к северо-восточной подгруппе, иранской группе, индоиранской ветви, индоевропейских языков. Это официально. Является единственным языковым реликтом скифо-сарматского языкового мира. Это то, что официально. То есть это язык ариев, да, индоевропейцы, индоиранцы, арии. Древнее название Ирана – Ария, Азия, Асия. Там суть одна, синоним у них один. Я об этом говорил. Аздан, Осетин, Ирон, Арий, Нарт – это родственные. Вот все эти самоназвания. Вот мне там часто говорят наши соседи. Я им говорю, вы уже определитесь, или вы римляне, или вы 300 спартанцев, или индийцы, или кто вы. И когда слышат от меня, что аланы, скифы, сарматы, иронцы, дегорцы, но это разное самоназвание одного народа, одной культуры. То есть здесь четко и ясно разница, а у вас непонятно. Это же Рим с 300 индийцы и другие, это же разные культуры, разные народы. Вы не сравниваете нашу культуру, вы определитесь на самом деле, кто вы. Мы-то знаем четко и ясно. И вот славянский язык, он относится тоже, насколько, это культура ариев, да, веды, культура ариев. То есть этот язык индоиранский, они родственные языки. И что самое главное должны понять русские, когда ищете корни происхождения своей культуры, что у всех, все это были арии, то есть это веды или арии, поняли, да? То есть у всех у них один синоним. Богоподобный. Вот взять наши этнонимы, самоназвания Асы, Осетины, Уазданы, Азы, даже в слове, когда мы говорим аз есть в Евангелии, Бог о себе говорит, а мы на своем языке говорим аз, то есть наша буква да, аз, Уаздан, Ездон, Изад. Есть изиды, такой народ, и они, понимаете, там синоним один, богоподобный. Что значит богоподобный? Это, когда это слышат, то автоматически у всех сразу образ того, кого они знают из брошюр, из описаний, интерпретаций, из Библии. Да, Бог создал, а мы типа из земли, праха, то есть какой мы боги, ты что? То есть у вас автоматически... А почему? Потому что вы забыли и не имеете альтернативного мнения, интерпретации, что такое сотворение мира с точки зрения нашей древней культуры. Потому что все это дискредитировано, подменено, искажено и так далее. И вы автоматически измеряете все с точки зрения того, что вы через брошюры и т.д. Ну, богоподобный, что вы знали, вкратце скажу, что это просто, во-первых, знание, оно вот это слово богоподобный, воздан, осетин, асы, арты, ироны.
как сказать, они очень многомерные. Это слово, понимание. Но богоподобный – это знание, то бишь о том, что в каждом из нас есть Дух Творца. Вот мы с одной точки все возникли от одного духа, один, два, три, от это дух на нашем языке, один. Ну, я потом это по мере вот буду расшифровывать, что через русский язык, что через осетинский. То бишь мы от одного начала все возникли, и часть этого начала, точки отсюда, и просто понимание того, что это нас отводит. Ссылка, то бишь, дается нам понимание для нас, связь с тем, что это обозначение первого элемента или дух Творца, знание духа Творца. Вот что в нашей культуре есть богоподобие. Но не как вы начинаете сразу автоматически с точки зрения религии, там, и то есть, и как может быть, мы боги, Иисус, и нас Бог создал. Но опять-таки, не имея представления, вы не можете, ну, альтернативно. Оно есть описание и в культуре нашей, и в кадагах, везде есть очень много. В культах все эти символы мироздания мы несем в языке, в культуре, в песнях, танцах. Именно культовых, я имею в виду, они петь. Так вот, что должны, прежде всего, изучающие русский язык и вообще осетинский, они должны знать, что это культура мировоззрения единая, ария. В арии, что в их представлении было понимание Бог, интерпретация, сотворение мира, совершенно зороастризм, вот это, возьмите зороастризм, возьмем такие слова русский, осетинский, с переводами. Вот есть такое в священной вести, в зороастризме понятие небесная благодать, термин, как на нашем языке это фарн, а транскрипция хварна, хвор, заметьте, хор, бог хор или бог ра. На нашем языке мы Всевышнего называем Ху-Цау. То есть Хур на дегорском варианте это Хур, Ху-Цау, Цау, вы знаете. Не буду на этом Ху-Цауе обострять внимание пока. То есть, а теперь возьмите слово русское «хорошо», «хор» и осетинское в одном варианте «хорз», а на дегорском варианте хуарз. Везде там корень, да, то есть разделить это слово на два получается хор, то есть солнце. Хоро. Вообще обострите внимание на том, что вот в таких словах позитив несущих, как сегодня мы рассмотрим и в том числе доброе утро и дабон харз или дарайсом харз. Вот этими словами я вам сегодня докажу, что мы носители одной культуры и религия у нас своя древняя. И вот смотрите, везде заметьте, где Ра там связано, что такое Ра, да, еще в Египте бог Ра, бог солнца, ветра, солнца. Но осетинский язык, благодаря осетинскому языку, вот в полной мере своей русские вот эти слова смысловые, да,
культуру, они в языке раскрывают ее полную вот, может, значение, смысл, духовно-религиозные понятия, культуры, ну, какой там заложен смысл, благодаря астинскому языку. И наоборот, через русский, то есть в подтверждение. Вот какая разница между хорошо, хорз или хуарз? Везде там одно и то же. Связано это опять с солнцем. И опять-таки, причем здесь солнце, да, вот. Заметьте, что вот это хор, ра и обратно, везде в этих словах, например, культура, мы называем в нашем астинском языке агдал, опять аг, огонь, агдал. То бишь, а что в культуре ария в обозначении огня? Дух, дух Творца. Агдал, твой дух, ты несешь свой агдал. То есть знание в первом элементе. Мы его переводим как культура. Обратно себе вбейте вот то, что благодаря астинскому языку мы в полной, как я сказал, мере можем раскрыть, расшифровать, что вот это Ра. Ра это, как вы поняли, связано с Богом Творцом. Обратно почитать Ар. На астинском языке Ерун, Арун, то есть искать, но не в прямом смысле, то бишь искать Бога. Ну, может, на первом этапе это как, то бишь, как вера или искать. Но, то есть связь дает нам просто понимание, связь с духовным миром. Этому подтверждение есть у нас в астинском языке, когда мы посвящаем еду покойникам, такая фраза, ну, мы говорим халар. Заметьте тоже ар в конце. Хала разделить на два, получается хала это нить. Вот говорят же, серебряная нить связывает между духовным миром и телом. Да? Хала на дегорском варианте. Хал, ну, на другом хал. И ра, заметьте, тоже ра. То есть связь с духовным миром, то есть опять. И вы поймете далее, что везде вот это понимание. То есть там вы где слышите ра в словах, почти везде ра. И это связано с Богом Творцом, духовным миром, то есть и обратно ар это связь. Ну, кому мы посвящаем еду, я сказал, халар. То есть не в буквальном же аре это искать. Ну, можно, ну как вы, смотря как вы понимаете, просто вы же поняли, что это с чем связь идет, да, тому, кому вы посвящаете еду. То есть, а где он тому, кому? В духовном тонком мире, значит, халар, халар, посвящение. Ну, когда мы даже на русском говорим о священии. Да, мы тут и как и в осетинском ар слышим, да, свет солнца, так и свет, да, освящение. Суть не меняется, вот в чем дело. Дело в том, что вот, например, в представлении зороастрийцев, для них, почему они почитали огонь как живую субстанцию, источник. Для них солнце, его свет, это был, то есть есть это видимый источник, вот, то есть видимый Бог в физическом материальном мире, его тело. И ты часть его, то есть в тебе дух, то, что везде во всем мы называем. А огонь это просто символ. Как и есть пословица такая в нартском сказании. Нарт арвон жингей равзурданца, ама жингей арт хартунца. Нарты. Арты кто такие нарты? Тоже разделите на два. Нар это солнце, арта
или наши, то есть наши огни, то есть дух, дети солнца, дети, то бишь Творца. Понимаете? Нарты произошли из небесного духа и клялись своим артежин хартунцу, клялись своим огнем, то есть духом. Понимаете, да? Есть такая фраза русская, запомнили, да, нарты что символизирует. То есть у кавказцев нартовский эпос это сказания героев. Но потому что это и доказывает, что у них язык не, в общем, создатели этого мировоззрения предков, нартов, если бы они, то переводили бы они по-другому, потому что нартовский эпос на астинском языке, если у них это сказание о нартах, нарты это о героях, а в нашем языке это нарты это не просто народ. Заметьте опять, и только мы можем, в отличие от других, расшифровать в нем единую культуру. Как и в русском языке. Смотрите, а на русском языке народ. Нар, опять солнце, народ. Вот что такое дух. Народ одного духа, единой культуры. Культ Ра, культ света. Кто такой человек культурный? Тот, кто несет культуру. Кто такой Агдаугенлак? Тот, кто несет культ Ра, культ света. Понимаете? Знание о чем? Связь с Творцом. Если называть принципиально вещи своими именами. Народ. Вот. Запомните, вот русский. Вот тоже, где слышите, это на астинском языке дух. Вот смотрите, 1, 2, 3. Один, вот дух, один дух. Из одного духа мы все возникли. 1, 2. Где вы слышите 2, это надо читать, разделить. Не надо быть лингвистом, если вы знаете культуру древнюю. 2, где вы слышите русское, это надо разделить на дуа. Мы обращаемся к другому человеку ду на астинском языке. Он. Откуда это дуа идет? То есть дева. Вспомните, от ребра Адама произошла Ева. На астинском языке Ева, Евун менять. То есть в эволюции это между тем, как пошло. Это там буквально говорят, а на самом деле, что от ребра Адама произошла Ева. А на самом деле это долгая эволюция между тем, как из однополого возник второй пол, женская половина. Вот отсюда и 2, 1, счет от 1 до 3 – это знание о том, как сотворение мира. 1, то есть от на астинском, 1 дух, из одного духа, 2 пошло, да, дуа. 1, 2, дуа, 3. Заметьте, где материя 3, обратно ир на астинском арт. Везде РТ, ТР, то есть дух. Арт это на астинском языке огонь. Опять. То есть дух Творца. То есть мы от одного знания то, что мы от одного единого начала все возникли. То есть в каждом из нас дух Творца. То есть частицы Бога, одного единого начала. Вот и вся расшифровка. И вот это 2, допустим, смотрите на русском языке, обострите внимание. Опять дуа несет тот смысл. Ты его, кого? Духа одного, то есть частица Бога. 2. Плюс знание о том, что и раздвоение, дева, евун меняться. Почитайте 2 обратно. На астинском языке авд получается 7.
7 тел человека. В Библии говорится дух, душа, тело, но не говорится о 7 еще тонких тел, которые с эволюцией наши другие сформировались. Принципиальное устройство души, которое зато описывает через солярный символ четырехлучевой, тибетская книга мертвых. И у нас есть кадок такой, нематериальное устное предание. Понимаете, какие там знания тоже? Как говорится в Библии, Бог за 7 дней создал. И вот в числе 2 мы слышим обратно в на осетинском. А на осетинском дуа обратно почитать яуд опять идет. Кеод это опять дух. Кеод вопрос. Чей дух? Одного единого Творца. Понимаете, какой смысл там заложен? На осетинском языке одно и то же. Счет от 1 до 3. Еуду арта. Еду арт. То есть там, где 2 идет. Понимаете, какие знания даже в счете от 1 до 3. Обратно 3 почитать ирт. Вспомните, что такое ирт. Ирон, Иристон, священная земля. В Махабхарата Арджуна, царь или кто он был? Арджуна, Ард. Маха Амхарта, Арта, наши братья. Тоже, видите, везде, в Индии же эта культура наша была распространена, санскрит. Даже мы можем перейти, что такое имя Арджуна. Или Махабхарата, Махамхорта, Авхорта, Арта, наши братья, духовные, то есть единого духа. И вот, возьмите Иордания, да, священная земля, гора там, Хирмон, Ирмон, опять дух. Вот Мон – это обозначение духа. Хирмон. И на арабском они не знают, что за слово, как переводится. Они его просто называют, но мы-то знаем, потому что, как и там Иордания, да, Ирдон, место, где священная земля, как и здесь, Ир, Ристон, так и в счете 1, 2, 3 обратно, Ир. То есть, что на астинском Март, что на русском обратно, Ир. Ир, то есть, поняли, да, какие знания там. Так, далее, что там? Я немного, наверное, отощу. Народ, как и нарты. Вообще считается, что после атлантов, вот расы атлантов, вот все наши следующие расы, это все, по сути, арии. По крайней мере, тот, кто знание, у кого культуру, кто нес, они как бы не все погибли из этой расы, а те, кто остался как генофонд, они дали росток новой человеческой расе, дали знания, но, наверное, определенным. И вот мы, по факту, хранители этой культуры, осетины и языка. И не только мы, вот это единое, об этой культуре и говорится, так и русский, да, русский язык. Если не знаете, что я несу, тогда лучше молчите. Или если что не понимаете, спросите. Вот так вот просто заходить мне так говорить, за языком следите. Я вас предупреждаю, то буду блокировать. Тема эфира ясна, лекция идет. Не понимаете, выходите из группы вообще, к черту, с прямого эфира. Или за языком следите. А если вы не туда попали, идите на таком языке, вон идите с босиками, с кем вы, а со мной так не говорите. Здесь,
Поняли? Так. Так вот, народ, нар, заметьте, тоже нар, кто, вот по Абаеву нарты, он переводит как нар, то есть дети солнца, нарта. И на нашем языке вот нарты катчита, если у других это сказание о нартах, катчита на нашем языке это кат что такое? Славный, достойный. То есть сказания о достойных, славных наших духовных предках. То есть нарта. Это еще плюс к тому, что речь идет о культуре этого народа. Нарта, дети солнца. Нарта канца, арта, аста, синоним один, осетины, возданный, еумедящий, богоподобный. Поняли? Вот что это такое. А те, кто не понимает, конечно, так будет писать там, что несешь. Потому что вы, на самом деле, вот как вы мне пишете, там, обкурился, все совсем наоборот. Потому что вы настолько потеряли, кто вы, свою культуру, знания, что вот так вот и обкуренный на самом деле. Поэтому слушайте с меня, что немного в себя пришли, а то вы совсем обнаглели большинство. Байрай, байрай. Далее, нарта. Ну, в общем, вы поняли. Тем более мы говорим на арта. Есть такая амбесон, пословица. Предки нам мудрейшие завещали из нарских сказаний. Фастакма черцелдзе, ой баргазоном. Фалнар гудикананта фастагата, мамахка гудикана накати унам байзайдзе. Раздари ронномая там, фалне взакра сухтарей. Хатягал. В переводе мы-то знаем, что будет впоследствии, но пусть нас помнят умнейшие в делах. Кто нас будет помнить, им останется наша слава. Раньше мы были именем Мирон, но красивее наш язык по-хатиакски. Хатиак что такое? Хатун. То есть сакральный язык. Видите, сколько в одном слове целая философия заложена, смыслы. Предки умнейшие, исходя из мировоззрения, воззрения, культуры, они вкладывали в слово, они же не просто так буквы, да, в это, то есть на основе это язык богов. По сути, как я говорил, что если мне зададут вопрос, какая самая древняя религия и язык, я скажу и отвечу так, что та, в рамках которой фигурирует символика, символы мироздания Творца в языке, везде в культах. У нас они распространены вот не то, что вот в разбросанном виде в каком-то. Так может любой сказать, что в нашей культуре тоже мы танцуем то-то. У нас именно вот как описывают древние религии, древнейший, начиная от абсолюта, звука, вибраций О, как описывает документальный фильм, из одной точки возникло все. Да, взрыв произошел, лучи из точки разошлись. Вот точно так же мы говорим, что в произношении Охуцау, где О – это звук, символизирующий абсолют, первичный, то есть у того, чего нет начала и конца времени, то есть абсолют, и из него возникло все. То первичный звук, от которого возникло все мироздание. Потом мы говорим хуцау. Буква Х – это символ, если посмотреть на него, то это символ крест и солярный символ. А в материальном мире это зодиакальный, солнечный символ солнца – крест, языческий крест. Отсюда аз мы слышим. Посмотреть на букву Э, которая у меня за спиной, где она образует все эти символы. Аз, Бог о себе говорит в Евангелии, аз есть, аз. Отсюда аздан, воздан, осетин, изат, богоподобный, я есть. Или язычник, правильный, не язычник, я, зычник, а аз,
зычник, то есть богоподобный, воздан. И в этой букве можно вывести практически весь алфавит и цифры, заметьте. И он образует солярный символ, крест, символ вечности, восьмерку и т.д. и т.п. То есть это четырехлучевой солярный символ, я вам говорю, что символизирует. И называем его как савастика, саваса, аса. Солярный символ, есть кадака саваси, которого Бог сотворил из-за духа своего, из огня. Сау-аса и савастика. Суть там одна и та же. Как и Иешуа, Иисус, нес знание вечности духа, так и сам человек в нашей культуре, вот это суть. И вот когда какие-то невежды говорят, типа, о, язычники, это многобожники, они все правильно говорят, что мы многобожники, но в том плане, что не потому, что это неправильно, это все равно, что он говорит, вы язычники, то бишь все вы Иисусы. Понимаете? Потому что наша культура несет те знания, что в каждом из нас есть, вот как Иисус нес вечность духа, так и наша культура нам говорит, что все мы, по сути, не по сути, все мы есть богоподобные, то есть возданта, аста. В каждом из нас есть дух, это частица Бога, это наша культура несет. То есть не просто осетин это национальность, а обозначение того, что мы асы от Бога, вот это понятие аса, арта. Это понятие встречается в главе священной вести как аша, истина там. То есть он несет прежде всего знания о нашем первоэлементе Боготворце Хуцал и другие первопринципы устройства человека, души. Понимаете? И не то, что везде, что в произношениях мы говорим о Хуцал, в молитве, и в то же время мы все это отображаем в культе три пирога. Точно так же круг, точкой в центре, потом разрезаем крест-накрест. Все это, то есть последовательно, вот как процесс идет от начала до конца, в точности он в описании отображает сотворение мира, в точности. Что в описании Елены Петровны Блаватской, как там, она в свою очередь откуда берет? Тоже из других древних писаний, в сравнительном анализе. То есть одни и те же истины, понимаете? Далее. То есть уяснили, да, что должны знать, что русский, астинский язык это на основе культуры ариев, то есть культа света, культа огня. Отсюда и все вот эти в языке, рассмотрите хор, ну, они в зависимости, корни их меняются в словах, но суть не меняется. Допустим, смотрите далее, хорошо, я сказал, что небесная благодать, священная весть, это хварно. Теперь хорошо, хуарз, хорз на астинском языке. Мы видим солнце, то бишь вы поняли, да, хор, ра. Что? Можно услышать как хор Машу, то есть не в буквальном смысле иди к солнцу, а опять связь с солнцем. Возьмите дальше, что очень богатое по смыслу слова вар зон джинада, тоже вар ар зон тум джинада. Ну, я сказал о том, что халар. Возьмите слово, которое я вначале сказал, более глубже рассмотрим. Доброе утро. Да, ра, у, доброе утро. Да, ра, слышим там, да, на астинском мы бы как перевести. Я же говорил, что где там русское д слышим, ну, ду, да, ду, это ты. Да, ра, на астинском языке, твой ра, то есть свет от Творца, дух, то есть в культуре ариев.
Утро. У чего? Ура. Что бывает утром мы? У солнца мы бываем с рассветом. Там еще мы слышим слово «ура». Что за ура, кто-то скажет, при чем здесь ура? Но это же, когда Назарда Байгалдзагу, радость у нас бывает, вот этот, ну, можно сказать, может, в древности такой смысл, да, заложили, что ура. В то же время идет такое благо. Во-первых, хорошо, я же говорил, небесная благодать хварна, но можно же сказать, что хорошо, это же есть, по сути, небесная благодать. Тоже. Благу. Можно, как нет. И вот доброе утро, дара, ура, твой свет около. Опять идет к чему, с чего я начал, где там ра и ар, ома ерун, искать, связь, халар, связь. С тем, с кем? С солнцем, Творцом. Понимаете, доброе утро. Что на осетинском? Да бон хуарз или дарай сом хуарз. Дара сом. Дара сом. Хорошо сом. Су иди связь опять. Дарай сом хуар. То есть ар что такое? Ху цау ар. Ерун опять связь. Еще мы слышим там рай. Да, рай сом или доброе утро. Или возьмите, да, тот же слово рай. Почитайте обратно яр. Опять вспомните ир, ирон, что такое, священность, опять свет, опять связь с Духом Творцом. Рай, то есть на осетинском языке, если на русском доброе утро, там нету этого. А на русском языке, на осетинский, раскрывает еще тот смысл, что наш рай там, где вот ура, у Творца, там, где свет твой, и ты часть этого целого. Дарай сом, твой рай, сом хуарс. Твой рай там, где ты вот находишься у солнца, у Творца. Понимаете, какие смыслы заложены? То есть, о чем это нам говорит? О том, что данная культура, язык, в его представлении мировоззрения Бог не где-то, в кого надо верить, хотя мы в этом языке видим везде вот ар, ерун, арун, иди, или хуцау, хуцау мацоу, то есть связь, да, или... Но это те, кто, может, потерял связь или тебе ссылку дают. Но на самом деле это связь просто, знание. Это живой язык, а не мертвый, понимаете? А он стал мертвым. Мы забыли, какие смыслы он в себе несет. То есть к вам Бог приходит через принятие религии, и вы вот, это как вера, да, слово, вы верите то, во что где-то, а не там, где. А наша культура, что нам это доказывает, проясняет? То есть осетинский язык, русский язык, культура, что наш Бог, Он в свете, Он там, где вот ты, вот какой есть Он. То есть Он и за нематериальное, и материальное, посредством материи, посредством тебя. И ты часть этого целого. Поэтому доброе утро, хорошо. Понимаете? То есть вот этими словами можно сказать, у русских религия или осетин хорошо называется. Хормасу или хуцау. Разницы нету, как вы назовете. Не цепляйтесь за слово, это не мертвый язык, это живой язык. Просто в словах мы видим то, что нас связывает с Творцом. Здесь и Он есть такой, какой вот мы видим в свете, и в нас этот свет. Понимаете разницу между тем, что у вас сегодня есть? Это еще нам что дает? То, что вопрос, а почему мы это потеряли? Почему подмена? Почему, когда мы
говорим о Боге, о культуре, о религии, почему у нас сразу образы встают, те, которые нам пришли через религии, почему сразу та интерпретация идет создателей религий, исказивших нашу культуру. Я не буду, да, но кто исказил, кто знает, но искажение это мы на лицо видим. Где наша интерпретация мировоззрения? То есть, если принципиально вещи назвать своими именами, то у нас своя культура, да, которая не нуждается ни в какой принятии, она самодостаточна. Но мы тут видим, что идет такая в корне, неосознанно те, кто принимают, те, кто переводят на русский язык, арабский, допустим. Но даже когда мы на арабские термины на русском переводим, допустим, Уараза Байрам, да, Уараза Байрам, любой осетин в этом услышит Уараза Баурамит. Да, что неправильно? Уараза, ваш, что такое пост? То есть Уаразаба, окончание поста. А пост что такое? Духовный, то есть пост для чего держится? Для духовного роста. И в полной мере на осетинском языке то есть та же суть, то есть произношение. То есть да, раза что такое? Раза на осетинском. Овощи, фрукты, еда, то бишь. Или разун, и разун, рост, расти. Баурамета, остановите. То есть слышится? Случайно, что ли? Или Аллаху Акбар выкрик. Валлай кебар, чья воля? Творца. Валлай кебар, я. Валлай кайвой бар. Понимаете, какой у нас? То есть, еще я забыл, что где хур слово, да, хуарз, хур, забыл. Обратно почитать, где хур, рух. Рух это тоже то ли в арабский попал этот термин, его на русский переводят. Там он обозначает дух. Понимаете, когда хур говорим обратно, рух. Хур это бог ариев, то есть дух, то есть дух Творца, то есть расшифровка, понимаете? Это нам говорит, что переводить арабский, вот их религию арабский, это на русский, осетинский язык религии вообще, оно, лично мое мнение, вообще неправильно. Почему? Потому что, как вы поняли, наш язык автоматически несет свою культуру на основе культа огня. То есть, когда мы говорим даже да, я, допустим, принял ислам или христианство или еще что-то. Даже когда мы на своем языке говорим аздан, осетин, кто такой аз? Богоподобный. Как может быть богоподобный человек, то есть Бог, по сути, частица Бога, да, с точки зрения ислама, это же противоречит, что в каждом из нас есть Бог Творец, и мы сами есть Творцы Боги. Противоречит. Ихуцал, Всевышний это не, Хурцал, это связано опять с Солнцем, совсем другое мировоззрение. И когда мы говорим Райстон, то Чидардин, ты не можешь так сказать. Почему? Потому что сказать на себя все равно, что сказать я Бог, богоподобный. Вопрос, как ты можешь, видите, маразм полный, противоречие. Как может Бог богоподобный принять еще какую-то религию с другим и назвать Бога
другим именем на арабском. Это, ну, логики, не логики, не... В общем, а это от чего происходит? От незнания, от невежества, своей, незнания своей культуры, корней. То есть все вопросы к вашей культуре, не ко мне, а как поняли. То есть это ответ на том, что по сути нас называют многобожниками, не понимая наши смыслы, по что в нашем мировоззрении есть многобожие. А сами же, как вы поняли, то есть правильность их в том, что надо нам принять их одного образа в виде там Иисуса или Бога. У нас это понятие есть, однобожие в многобожие и наоборот, типа семицветной радуги. Радугу мы говорим одна в единственном числе, подразумеваем 7 его творений, одно во всем, все в одном. Вот здесь то же самое. Вот это есть много знания о том, что в каждом из нас есть это типа радуга, да, но всем, чем поняли. То есть из этого можно сказать, кто на самом деле идолопоклонник. Наш Бог, Он там, где Он есть, и мы часть этого. Истинное понимание, единобожие, понимание себя как часть единым. В каждом есть Творец. Да, а нам еще говорят, то бишь, истина, надо принять то-то. Не знаю нашу культуру, как делают. Прими этого, того-то, начинают там. Кого нам принимать, если наша культура нам говорит, кто мы такие? Дает нам знания, дает нам свою интерпретацию. То есть автоматически, они же это от невежества делают, и автоматически идет дискредитация нашей культуры. Переводя на наш язык свой, арабский вариант, там, ну, их, они автоматически искажают, подменивают нашу культуру. Оно никак не... То есть ее нельзя никак сочетать. А если кто-то скажет, истины одни хорошо, но вы же не называйте вещи своими именами. Почему вы не интерпретируете нашу культуру с точки зрения нашей культуры? Почему вы уподобляете своим далее? Это уже называется, ну, у тебя не спрашивают, без тебя женили, то есть, или без тебя крестили. Вот так называется. И многие, типа, это, ну, как бы, какая разница, какой ты религии там. Да я не против, но они-то же не называют вещи своими именами. Они же вам не скажут того, что я сказал, что у нас своя культура, свое мировоззрение, своя интерпретация дается сотворение мира. Они же этого не знают, они же этого не говорят. Однако они переводят его на наши, ну, этого, ну, языки смешивают. А язык несет опять, это ключ к мировоззрению, знаниям предков, то есть, ну, культуру. Зачем наш язык, получается, ну, трогать? И это говорит о том, что арабам было на арабском послано, я не знаю, что это было, внеземной контакт, рас каких-то с этим племенем, бедуины, кто они были, пустынные. Им это на их языке уровне было послано. Им в нашу культуру лезть не стоило. Вот что, потому что у нас совершенно другая культура. А сегодня мы видим настолько запущено, что даже трудно представить. Возможно, и другая тоже, ивритские варианты, да, ивритский язык. Они же между собой, по сути, сегодня конфликтуют.
Может, это на самом деле, как говорят, внеземные контакты, одни каких-то рас между собой, не что-то одним принесли, там, ну, арабский вариант. Говорят же, что в информационном поле Земли у каждого есть, ну, через язык есть подключение к своему какому-то полю, да, эгрегор типа, к расе определенной. И, наверное, как-то что-то через кого-то, как-то, как не спослан одним, одним другой, и они поэтому конфликтуют, непонимание. Типа, ну это уже кто-то скажет там, фантазии там. Ну, есть тоже такое мнение, гипотеза. И это факты. То есть, понимаете, у меня вот такое желание, я настолько на самом деле, если вы знали, последнее время, благодаря Всевышнему, одним целым так скажу, что вот именно вот на этих словах я почему-то, вот я не люблю вот эти, вот есть шизофреники какие-то, расшифровки там, но вот такие моменты, просто так обойти стороной, ну, человек смотрит одно и то же, по сути, не просто так же. Тем более, учитывая культуру этих народов, что в их представлении, да, интерпретация писания мира. И ты еще это в словах видишь, в русских, то есть одно и то же, что и в осетинских, одни и те же смыслы. То есть я вам могу сказать, не знаю, как вы это восприняли, поняли, но лично для меня вот эти лишь слова «хорошо» на русском, хор, да, на астинском перевод «хуарс», «хорс», или «доброе утро», «дарайсум хорс», «дабон хорс», или «народ», «нарта», да, «нарты». Еще забыл я вставить «народ». Мы же разобрали, что это нар, вот люди одного духа, одной культуры, плюс род, обратно почитать, то есть одного рода, духа рода. Обратно почитать осетинский дор. Опять скажут, что за бред, при чем здесь камень дор? Вот у нас опять через осетинский есть, этому дается понимание. Применительно к дому говорят бундор, основание, фундамент, то есть камень. Вопрос разве логический, если у человека хорошо опилки, разве не род является в доме фундаментом, основой дома? Это род. Вот и сами думайте. Поэтому и род обратно дор. А дальше уже сами думайте. Если кто-то начнет там, что за там, это вы настолько ничего не знаете, настолько от предков, которые своей головой, вы привыкли там, проникли вот с подменой идей, всех этих моды. У вас в голове, голова уже настолько, вы даже язык что несет. Вы представляете, если вот с пониманием вот этого понятия хорошо, да, допустим, если вещи называть своими именами, зная основы, ты знаешь поистине, что такое хорошо, потому что знаешь, что он в себе несет, какой смысл и связь, то бишь хорошо, то есть хор машу, связь с Творцом. Вот что такое хорошо, связь с духовным миром, солнцем, вот что такое благость, вот что такое небесная благодать с точки зрения ариев, священной вести зороастризма. Одно другое подтверждает, доказывает. То есть язык еще там кто-то все равно может, там язык, культура, а тут Писание, священная весть одно и то же. Небесная благодать хварна, хорошо.
Хуарс, хорс. Поняли, да? Это нам что еще дает, что не все хорошо, что мы себе придумали. Косяк кто-то думает, тоже закурить хорошо. Напиться до белой горячки тоже хорошо. Там еще что-то хорошо. Не, в своем слове одном ответ, что такое хорошо. Поняли, да, смысл? Поэтому, поэтому другие религии это не хорошо, не хорошо принимать. Хорошо принимать хор, а не другие какие-то без хора. Без хора нам религии принимать нельзя. Ну, также получается, логически подумайте, если мы знаем основу языка, что такое, да, в слове, да, хорошо, то есть это религия, по сути, слово хор, это нас связывает с Творцом. Хорошо, культа ариев, так как мы еще что-то можем принять? Типа можете, но это смешание идет культов. Допустим, мусульманину хор, хуцав, это же связано с солнцем. Но на этот вопрос я вам дал вроде самый ясный ответ. Почему? Не потому, что это неправильно, а потому, что я предполагаю, мое личное убежденное мнение, что им, вот те, кто в пустыне был, у них там не может деградация или что, не знаю. Им надо было вот это нравственность. Как пророк Мухаммед сказал, я пришел, чтобы нравственность довести до совершенства. Наверное, им было, да, их уровня. Им было, наверное, под запретом, не наверное, я убежден в этом, под запретом наша культура. Потому что до религии этой наша культура, она целая арийская, иранская цивилизация, культура Руси, она была мощная, сами понимаете. Вот украинцы тоже пишут, вот кто как не они, вот славяне, староверы, у них распространены тоже все эти символы, они тоже несут язык, аз и есть, азбуки веди, а мы на астинском тоже о себе аз говорим, богоподобный. Но дело в том, что я не понимаю, когда они Израиль поддержали. Потому что, зная, кто основа их, то есть теократическое общество, который в корне, если славяне почитают свой род, своих богов, свою культуру, самый ярый, можно сказать, то вопрос, почему они поддержали тех, кто в корне их, по сути, вот эту культуру он искажал, искоренял. Язычников нас называть в дурном свете представлений кто начал? Начиная Папы Римского, который все эти крестовые походы и т.д. А что такое Россия, Асия? Я же вам добавлял Роксоланы, Рог Светлый. Асия, Россия, Россия. Можно сказать, это есть Осетия, Асия. Россия, просто раса асов, типа. Кавказ, Кау, это село, поселение, Гау на астинском языке, Асса. Страна ассов, культура аса, везде аса, древнее название Азии, Ассия, везде. В кавказских танцах тоже выкрик асса. Возьмите вот эти в песнях, даже, вот я говорил сегодня, а забыл, доброе утро, а на астинском вот это в песнях, о райда, райда, тоже распространено. Слушайтесь. Варайда, райда, о райда. Ва опять идет. Ваш, ра, ваш свет, варайда,
Рай, ваш рай там, где Бог, Творец, свет, солнце. Вот кто такие асы. Понимаете, насколько это... Вот ты в язык, вот нету там никаких противоречий, нету. То есть это живой язык, нам его... Не знаю кто, откуда, но факт то, что откуда не знаю уже, кого искать в стоге сена, потому что автоматически даже любой не знающий, не ищущий свои корни, культуру, мировоззрение, он автоматически уже становится тот, кто дискредитирует знания, культуру, омертвляет свой язык, переводит на, уподобляет на то, что к нам никакого отношения. То есть это язык живой. Нам почти каждое слово постоянно кричит, говорит нам, кто мы такие. И что такое хорошо. Хормашу. Хуцаума, хуцаумацо, хур, солнце. Как ты можешь еще что-то принимать? Какую религию? Если тебе твой язык, твоя культура тебе говорит, кто ты, где Бог, он тебе рай, он тебе говорит, да рай сом, хорс, твой рай, саума, сом юма, хуарс, хуар, сом юма, то есть так же и происходит с утра. Человек, когда солнце с рассветом у него добрее, ну, вот эти чувства, да, бывают. Чувство, когда природа пробуждается, чувство красоты. Адаймак байгалдзагу. То есть радость, утро, ура. Вы такой, да, позитив несущий, ура на русском. А на астинском тарай, твой рай, сом хуарс, там, где Творец, там, где ты есть. Вопрос, кого верить? Хотя слово вера есть вера, веда. Есть Аздин, Аздан, Ваздан. Я есть тот, кто богоподобный. Тот, кто этого не понимает, ему нужен дин, вера. Но смотрите, вера. В кого верить вопрос, если с этого понимания вышесказанного, если ведать ра, видеть Бога. Ну, кому надо, ему пусть вера, верит в Бога, да, то. Но опять, даже если это скажет другой, из другой религии, допустим, в исламе, да, вера, это моя вера, то как он скажет, так, если Ра– это свет, солнце? Ну, я не знаю, насколько, я просто знаю, что у них огнепоклонничество, ну, если они, а может, они нормально воспринимают это. То есть, если с таким пониманием, что Всевышний есть, если им идет эта интерпретация, что Бог есть Солнце, Творец его видимый, там, Дух Творца везде, во всем, то, ну, я не думаю. Если бы так, они бы так и интерпретировали, но они же так не говорят. Вот в чем вопрос. Какая разница, какой ты религии? То есть у меня своя вера. Вот видите, насколько мы в хаосе, потому что забыли. Слова какие-то говорим, а забыли их смысл. Вера от слова ведать ра, ведать свет. Солнца, Творца. Видеть такой, как он, через свет солнца. Поняли, да? Так, я все вам уделю внимание, если у меня зарядка еще есть. Можете задать только по теме вопрос.
Юра Хубецов, Катарита Разма. Вот Юра тоже переводят как Ура, то бишь у Творца. Обратно как будет? Ару, Чиу, Ар, что такое? Дух Творца. Ну, об этом я как бы. Так, давайте я на ваши вопросы отвечу. Не асы, тут он может только себя Фцаджидер, Хадзары, Мидак, да Худ, Шиз, да Сарей. Причем здесь, какое ваше дело, что в своем доме, как одет? Причем здесь дом? У меня такой стиль, такой имидж. Я бываю в папахе. Папаха – это достоинство кавказца. Такой имидж, стиль. Бывает, у меня в основном бывает на свой стиль, на аланский лад с 3 пламенями. Вот как на логотипе моем. Как традиционный аланский костюм, который я пытаюсь ввести в народ. И что вы мне тут зашли, указываете, что мне в первую очередь делать? Ты кто такой? Давайте мне тут не указывайте. Я вам сам покажу, как правильно. Имейте уважение к тому, кому достоин, и субординацию держите. Не указывайте мне. Вы ко мне зашли в мой дом, в мой эфир. И имейте уважение, и за языком следите. И вот когда вы так заходите, вы все равно, что как вот бывает, вот про кого говорят, да, не буду. Как свинья себя вести не надо. Даже в тюрьме есть законы такие. Зашел в хату, не плюй в чужой хате, не лезь в чужую кружку. Да. Простой, да, ну, закон. Даже там есть порядок. Вы заходите, мне все равно, что ко мне в дом заходите, я тут, я с вами делюсь то, чем я знаю, вы мне начинаете там. Это мой имидж, мой стиль. Вы же не понимаете, вы вот сами в чем ходите вообще? Головной убор, кто вам сказал, в доме надо снимать? В чем вам в доме удобно, в том и ходите. А одел я не потому, что я, во-первых, эфир я вещаю. Это мой канал, он несет свою идею, идеологию, культуру. Поэтому я, соответственно, одеваюсь так, как вот я одеваюсь. А вы заходите и мне замечания какие-то делаете. Во-первых, ты кто такой вообще? Мне без разницы, кто ты, но субординацию имейте. На личности не переходите. Я никому не позволю. Можете там писать что угодно, но вот так в реале вы мне так не скажете. Я вам в ответ. А если будете по-другому и по-другому поговорим, без проблем вообще. Хоть армию свою выведите, посмотрите. Вы лучше спросите сначала адекватно, по-нормальному. И человек вам скажет, тогда думайте. И ваше личное мнение при себе держите обо мне. Если у вас ко мне личная неприязнь, тут не пишите. За языком следите и внутри его держите. Ваши гнилые предрассудки. Это лишь ваши предрассудки. За языком следите. Фицаджидер свои предрассудки при себе держите. Ахдау Магаска. А если вы тактичный такой, умный, культурный, тогда спросите просто, или хоть раз ко мне кто-то лично написал, ну, есть там, ну, спросите, если вас что-то интересует, мое личное, почему я так одеваю.
Хоть раз ко мне адекватно, что вы меня тут перед другими, это, типа хотите унизить, что ли? Да черт, кого? Кто вы такие? Меня никто не унизит, запомните. Вы унижены уже. Кто вот мне какие-то оскорбления пишет, вы даете своим языком, вы уже унижены. Потому что я к вам, по крайней мере, никому не лезу. Не... А если мне надо будет спросить у кого-то, я лично поприветствую, поздороваю, фицаджидар, вот именно. Я спрошу имя, фамилию, кто ты, и скажу, я такой, я представлюсь. Да, Ахдау Магаска, если вы такие умные, Ахдау Джинта, я представлю, скажу, я такой-то, такой-то, у меня вопрос, почему ты носишь там шапку? Ну, как этот подлый, вот вы подлые, большинство, вы подлые, почему? Потому что, видите, другие тоже пишут. Во-первых, за языком не следить, там могут и дети смотреть, да, вы там мат пишете. И еще выкрикиваете какие-то термины религиозные. Да какое отношение вы вообще к Богу, к истине имеете? Вы за языком не можете следить. Ваш язык вас выдает, кто вы такие. Элементарно. Вы слепые в общении. И вы мне еще что-то пишете. О какой истине правды? О чем? Ну, я говорю, вы ненормально себя ведете. Если культурный человек себя так не ведет. Как будто я чей-то этот маленький мальчик, и меня пришли тут отчитать. Что ты сидишь там? Ты кто такой вообще? Чё за? Заходят, у них один тоже гнилой. Чё за? Какое твое дело? Чё за? Анда чё? Нормально, адекватно заходите, нормальные вопросы по теме задавайте, или вообще идите отсюда. Не позорьте себя своим гнилым, грязным языком. Идите, никакого отношения к достоинству кавказца и всего. То, что на мне папаха есть, и своя одежда, и не ваше дело. Никто не унизит, никто. У меня есть достоинство, и никто его, а это от Бога. Бога никто не унизит. Асия это боги, Бога никто не унизит. От Тереманаладер. Петушня. Вы же эти, да, блатные типа, да, зашли там на какой-то тюремский типа болотняцкий лад. Да вы даете себя, что вы вот таким языком выражением, вы петушня на самом деле. Кому это ты говоришь в моем эфире, ты мне говоришь, сейчас я уйду отсюда. Ты ко мне зашел в дом. Ты таким выражением в мою сторону, ко мне. Поэтому Ахдау патруль. Вот как ты выражаешься, вот типа, ты на какой основе мне так вообще говоришь, вообще? Ты где увидел, что я лирик или ты сам вот как выражаешься, это ты лирики накурился, что мне так пишешь? Или это провокация? Какое место быть в твоем нике Ахдау патруль? Ты вообще Ахдау знаешь, что такое патруль? Ахдау знаешь, что такое? Чтоб мне так говорить. Не трогайте, я вас прошу, не трогайте эти святые
наши термины. Ахдау, если вы никакого отношения и так выражаетесь языком, уберите этот ахдау со своего ника. Вас самих надо патрулировать. Да, ты чё, мне легко всех заблокировать. Это я так, для профилактики. Просто вы не можете адекватно. Вот в вопросе я ни одного не слышал сейчас по теме. И вы пишете, вот, накурился. На какое основании вы так пишете? Безосновательно. Зачем? Вы сами накуренные, походу. Вы накуренные, походу. Так, я вот смотрю, сейчас вопроса не будет нормально. Я выхожу с эфира, надоело. Ты откуда, царишь? В каком смысле? В городе? Зауджакал. Вот ты шапку сними. Кому ты экаешь? Вот ты в черный список отправляешься. Следующий кто? Все в мусорный это. Надо назвать его это. Саша. Тоже идет в мусорный бак. Пора бы уже выходить с эфира. Тоже идет в мусорный бак. Ну скажи вот вопрос, почему Армения приняла христианство, а Азербайджан принял ислам? Ну, у Армении тоже считается индоевропейский язык. У них, видите, тоже Они тоже до какого-то периода, они же тоже языческий храм был. Ну, я не знаю, видите, народ принял. Здесь тоже официально считается, что осетины православные, через что мир. Хотя большинство вам скажут, может даже и больше, что мы традиционалисты. Своя религия, культура. Половину ислам. Лично те, кто вот, ну, опять воспринимайте меня, как бы я, как бы никого не осуждаю. Почему? Потому что я понимаю, что это проблема в обществе, политические моменты и т.д. и т.п. Это мой путь, и я сам к этому пришел, ну, можно сказать, вот, потому что у меня тоже очень много вопросов и противоречий было, потому что все смешали, еще преподносили так, типа у нас что-то не то, неправильно, в общем. А я в душе чувствовал и вообще понимал еще с детства, что у нас свое. И все это меня заставило просто в этот вопрос углубиться. И ответ пришел благодаря Всевышнему. Через... Вообще это сложный, на самом деле, сказать, передать словами, но я просто это понял, осознал. Все предельно четко, ясно, сам для себя.
Я знаю, кто я такой, моя культура, вот то, что я вам рассказываю, это я вот, это. Но я вас предупреждаю, что это лично мое, чтобы мне не сказали, что я что-то несу там. Это мое, я вам даю просто, ставлю перед большим вами вопросом, для чего, что вы своей головой именно через свою голову, через свою культуру, не перешагивая через нее, сами пришли к тому, что я говорю, чтобы это было ненавязчиво, ничего. Потому что я многие моменты понял, что во многом люди что-то делают неосознанно, потому что общепринято. И большинство людей, как вот стадная реакция, они делают то, что другие. Повторяю. Поэтому, а это вот мой путь, это через свою личность, я, свое я. Вот это есть понятие аса, своя голова, свой, через свою сущность, ты свой путь, сам своей головой думаешь, размышляешь. Но это же не допускают те, кто повторяет друг за другом. И все это на внушении, ни спроса нету, ничего. А тут нужен пытливый ум, интерес, очень много моментов, ум логический, размышления, именно мышление, чувство знания, видение мира, как это все понять, этот мир, то, что люди несут. Это ж сложно. Язык, он, слова не мертвый, буквальный. Ну, вот как чувство любви, да, чувство боли. Мы их просто, слова, ну, любовь, и что? А как, пока сам человек через это не пройдет, какие чувства он испытывает, да, глобальные, да, вот, чувства. Их описать словами невозможно. И когда вот то же самое говорят там адепты какие-то, человек хочет это все понять сам, независимо от чьей-то головы навязчиво там, то-то. Я же не робот. Хотя работа от слова раб, робот. Хотя обратно почитать бар. У тебя же есть бар. Для этого есть человека мыслить он может, в отличие от животных еще кого-то. Через сравнительный анализ, через мышление постоянное. Критический ум, логический. В общем, и вот я вот то, что я говорю, я в этом, я с вами делюсь. Это просто вам повод для того, чтобы вы задумались. Но опять не с осуждением. Я уважаю все религии, но каждому свое. Но просто я вижу в этом проблему. То, что люди неосознанно с их рассуждениями, принятиями там. Ну, я вижу, что автоматически идет дискредитация, подмена нашей культуры, нашей интерпретации. Они же об этом... Вот я же через это сам пришел. Никакой адепт с другой религии мне никогда, моей культуры, уж тем более, я не то что говорю, даже традиционалисты большинство, я от них то, что я понял, узнал, я от них никогда не слышал. Пока сам не пришел, понимаете? Они-то же мне не скажут. Как я могу им сказать, какая разница? Теперь, когда я сам понял, я могу сказать, разница есть, четко и ясно. Я обосную, докажу. Кто не понимает, это его проблема. Значит, ему не дано, это не его уровень. Но мы сталкиваемся с тем, что ты, оказывается, не можешь мыслить о Боге, типа, ну так воспринимается. Если думаешь вне рамок религии, допустим, ты не принял и говоришь сам своей головой, значит, с ним что-то не то. Он неправильный. Как это он? Здесь целая религия, там народ целый принял, а он что-то свое не... Он кто такой? То есть
Сразу такая реакция большинства бывает. Ты кто, ну, кто, ну, чё? И ты понимаешь, что для чего это. Может, для кого-то неприятно будет, но чтобы вы своей головой не думали сами, вот через так, живой язык, да, то, о чем речь сегодня шла, через язык, культуру, сами мыслили, имели другую точку альтернативного мнения, описаний сотворения мира, мысли. Вы имеете одну вот ограниченную, все, и за рамки этого вы типа под запретом. А все, что за, это типа вымышленный бред человека, будто Бог начал. Кто Бога определяет, где Он, где края, где начало? Расстояние от человека до Бога, где, в каком месте? Человек сам, когда произносит имя Всевышнего, он своими устами произносит. Может, он внутри тебя, ты же его с уст произносишь. Может, тебе надо в голос, вовнутрь. А куда? Голос откуда исходит? С мыслей. А мысль что такое? Ну, нейронный, а нейроны, в нейроны как мы, как это вообще попадает? То есть у ученых все начинается с мозга. А как? Мозг это нейроны, электричество, ток там. А в ток как это? Ток что такое? Откуда? У нее есть, ну, значит, наверное, оно еще к чему-то подсоединено, да? И идет откуда-то. Вот и думайте сами, где Бог, в каком месте. За границей твоей материи или в. Так он и здесь, и там, и люди что же такие же, энергии. Ты с ними контактируешь, они что же. То есть это за материей в, везде. А так что-то сказать, ему ты должен верить, то есть поклоняться. Кому, где, что, в какой точке, где, покажите. Нету, никто не покажет. И самое смешное, чем больше человек начитанный, зазубривает все там наизусть, тем наоборот больше он ничего не искажает. Как робот и все. Сам себя зомбирует. Вопрос, брат Джосе, печально. Почему Армения приняла? Можно успокоиться. Можно вопрос? Да, конечно. Хмельницкий. Самое страшное, что он думает, что он умный. Самое страшное, что ты вот думаешь, с чего ты взял, что это твои предрассудки. Что ты свои предрассудки? Самое страшное, это вот ты свои предрассудки, необоснованные ничем показал, типа, как будто они имеют вес какой-то. Да, я умный, что дальше? В отличие от тебя, я умный, очень умный. Кто-то сомневается, что ли? Умнее тебя и тысяча таких, как вот ты.
Андуай цуарди. Я не осетин. Если бы ты осетином был, ты бы мне где-то при встрече вот так и сказал, лицом к лицу. А ты вот, наверное, вот ты себя как не, и ты еще смеешь писать мне так. Если бы ты осетином был, ты бы так не написал, что я не осетин. И кто ты такой определять меня, осетин я или нет? Ты кто такой вообще? Зашел и мне тут определение даешь. Ты вообще куда зашел? Со своим языком вышел отсюда. Вот ты и доказал, кто ты сам такой. Ты уже доказал, тебе доказывать не надо в твоем выражении. Настоящий достойный Астин так себя не ведет. Вот ты и доказал. Это можешь все, что хочешь говорить. Еще будешь говорить, заблокирую все. Ахсар, Джерри, Байрай. Я не говорю и не доказываю никому, что я. А я что доказываю, что я умный. Ну и ты далек от этого. Ты кто такой, чтоб мне определение давать? Ты вот зашел в мой канал, и мне такие вещи пишешь, не зная меня. Ты кто такой? Выйди отсюда вообще. Твой ум тебе не позволяет тебе молчать тихо, культурно себя вести на моем канале. О каком уме ты говоришь? Если бы ты умный был, ты бы зашел, тема данная есть, послушал, возьми во внимание, с тобой знаниями поделились, иди думай, если ты такой умный. А ты зашел и мне такие вещи пишешь. Богдан ты, Хмельницкий, хмеля ты напился, да? Хмельной. Никто ничего не понял. Ты не понял, значит ты не понял, за всех не говори. Здесь многие, те, кто понял, они поняли и понимают. А если ты не понял, можешь конкретно вопрос задать или лично мне написать по какому-то вопросу. Я тебе от души объясню. Вот так мне не пиши. Я говорю, на личности не переходите. И за языком своим следите. Уважайте того, кому вы зашли в дом, в чей дом вы зашли. Если вы себя так ведете, как свиньи, это не значит, что не ваше дело, что мне, шапкой быть или что. Сами вы вот черти, вот как вы пишете, так, такие вы есть. Безосновательно своим языком распускать, вот вы есть черти. Самые вот прямые, наипрямейшие. А я, в отличие от вас, я осетин, алан, достойный. Я себе не позволяю никому так писать, не оскорблять. Я достойный сын своего народа, я осетин, настоящий. Я никому из вас не скажу то, что вы мне говорите. А если скажу, я в лицо подойду. Если захочу на кого-то наехать или что, я к нему подойду, скажу. Или лично ему напишу. А вы подлые, вы подлецы, вы вот так пишете около других. Тысяча чертей.
Я никому ни определения не даю. Кирилл ты, Кириллица, как тебя зовут? Я то, что сегодня у меня тема задана есть, я рассказал. Я сказал, задавайте вопросы по теме. О каком таком определении ты? Кого я определяю? Вы заходите и мне такое пишете. Вы совсем, я не знаю, кто вы, кто вас воспитывал, но если вас я лично увидел и такие выражения, я вам сказал бы. И вы бы мне в лицо такое бы не сказали. За всю мою историю никто мне, вот как пишут, никто не подошел, не сказал. А если скажете, вот тогда посмотрим. На каком языке скажете, на таком я вам и отвечу. На нормальном скажете, нормально отвечу. Такая же реакция. Я никому не лезу. Все, что я делаю, от сердца, от души. В отличие от вас, знаниями делюсь и никому не лезу и не оскорбляю. В чей-то захожу дом и... А вы вот себя так ведете, вы уже униженные. Вот, а вы еще смеете мне что-то писать. О каком таком достоинстве кавказцы, там, религии вы говорите? Вы куда вообще зашли? Кто вас воспитывает? Правильно говорят, раньше общество воспитывало. А сейчас вот как вы себе начали позволять. Все, что хотят, могут написать. Для чего, зачем? Байрай, байрай. Я тоже хочу стать блогером, Ахдау. Я не знаю, есть одна группа, Ахдау Патруль. Я к ним написал, лично говорю, кто ты, представься. Никто не представил, насколько я помню. Есть у меня группа, если кто-то за Ахдау говорит, хочет порядок наводить, вам надо объединиться, грамотно что-то делать, а не кого-то выставлять и высмеивать, как шакалыка. Это подлость. Тем более Ахдау нигде не прописан в уставе. Если вы, мужчины, своим словам хотите реально, чтобы Ахдау был, тогда надо вам с активистами, с патриотами объединиться, создать единую сеть, свои каналы создать, выбрать в каждом сообществе своего старшего и иметь связь, и свой канал вести, приобщать к этому вопросу народ. И народ будет смотреть, что да, люди, народ об этом говорит. И они будут к вам присоединяться. И вместе тогда мы сила. И за мной будет, за моими словами сила. Если я кому-то подойду и скажу, у нас так не принято курить в общественном месте, то, зная меня, зная вас, они будут знать, что за мной сила, за мной правда. И никто не скажет, и кто такой, чтобы мне указывать-то, за какой Ахдау. Посмотри, потому что к одному ты подойдешь, а ближе, везде там, сплошь и рядом так себя ведут. Получается, да, я тоже не прав. Кто я такой? Приставать кому-то. Я сам вообще пример. Вы сначала сами будьте примером. Те, кто Ахдау несет, кого-то высмеивают, осуждают, а вы есть сами примеры. Вы сами одеваетесь, допустим, в общество выходите по-национальному, ведете себя воздан, не курите, не пьете, занимаетесь спортом. Можете так сказать? На астинском говорить. Если нет, то тем более вы закрытые админы, допустим. Как вы смеете выставлять кого-то, высмеивать, типа он Ахдау? И начинают другие тоже, как шакалы, высмеивать других. Это что такое? Это Ахдау, что ли? Это подлость, и никакого Ахдау к этому не имеет отношения. И вы автоматически вы дискредитируете наш Ахдау своим поведением. Это подло. Вот как напали на стендап-комика Ариану Лулаеву, сделать типа позорное шествие. А дальше что?
Их задело, что нецензурно выражаясь, задели чувства верующих, то бишь она позволила этому парню задеть, ну, высказаться нецензурно о 3 пирогах, А у меня вопрос, а их не задевает то, что на каждом культе, допустим, водка ставится, это что, не очернение? Они почему тем, кто так делает, не делают позорное шествие, как хотели девушки сделать? Где тут правда, где справедливость, где достоинство? Что это такое? Я к тому говорю, если мы хотим что-то делать, тогда надо вообще глобально этот вопрос охватить. А то что это? Находим одного, как шакалы, нападаем, типа Ивлеевой, Ксения Собчак, вот на всю Россию в трусах там еще что. А другие сплошь и рядом показывают везде. В ленте смотришь, контакт, заходишь там, везде эти голые там танцуют, позволяют. Что это что такое? То есть, что это такое? На одних нападаем подло, высмеиваем, это что такое? Поэтому я вам говорил, что вот вы выскакиваете там, из года в год я вам предлагаю, вы что-то мне пишете. Какие-то вы не настоящие, непонятные люди. Странные люди на самом деле. Вот меня считают странным, но вы сами странные. Цена вот этого всего, то, что вы делаете. Для чего? Оно не настоящее, оно еще и подлое. Я вам сказал, как надо грамотно. И добейтесь того, чтобы на официальном уровне в уставе было когда прописан. Чтобы мы, даже нам это не надо. То, чему народ следует, то и будет в обществе. Но если вы позволяете где-то, не объединяетесь, активисты, патриоты, тогда нету ничего, это должно массовый характер принимать. Поэтому нет никакой связи и с войнами, и с народом. Одни одно делают, одни потом войны оттуда обращаются. Что здесь Гурчак турусатихаться чикафета, махами тохка канананихаться сумах бачта кошета. Я же добавлял Алика Багаева, что он говорил. Поэтому нету связи. Потому что нет фундамента, нет основы, нет идеологии. А идеология у нас какая? И зачем она вообще нужна? Чтоб народ в порядок привести, вот зачем. Она у нас всегда была. А почему нету? А потому что у нас ее подменили и сами ее используют. Только у них это не Ахдау называется, тоже теократическое общество. И этим они правят, а нам его дискредитировали. А это у нас в готовом виде, это наша культура. Идеология по натяде, общественно-родовой строй. Флаг наш прямой, это нартский флаг. Мы носители нартовского флага Арии, Вассов. Алагата – духовно-религиозно-культурная прослойка, несущая культ Ра, культ света, то есть истины, культуру во все прослойки. Что главное? То есть это нам для чего надо? Для расстановок, для конкретики, что главное в человеческих ценностях, в обществе. Нравственность и т.д. и т.п., законы, справедливость и так далее. Потом идут войны, потом и материальное, экономическое благосостояние народа, двигатель. Единый дух Вашкерги, голова, руки, туловище, ноги. Те, кто скажет, что это не... Как нет? Кто такой Вашкерги? За границей нашей республики, народа, когда любой осетин выходит куда-то, будь то он воин, сапожник, еще кто-то, художник, неважно, на него из чего исходят, судят по чем? По его менталитету, этикет, культуре прежде всего. Без культуры он никто вообще. Культура воспитывает, формирует психику, мышление человека.
Поэтому нужна конкретика, нужна идеология, четкие, ясные расстановки. Если их нет, тогда там, где их нет, там хаос. То, что вот сейчас происходит. Неопределенность, беспорядок там. Вот то, что и нападение на одних, а не видение того, что в обществе у нас вот сплошь и рядом и всякие другие дела недостойные. То есть порядка нету. Вот об этом я несу. Вот как грамотно надо. А меня не слушайте, еще что-то мне пишите там, еще и оскорбляете, смеете. Это уже полный беспредел. И вам некому сказать, нет руки, которая вас возьмет мало бадамдзей. Кто куда, одни, каждый по-своему, не знаю. А как вы хотите, о каком будущем? У вас дети, вы должны быть ответственными. А что будущее было? Вы же своей головой народ. Народ, когда мы за народ говорим, вы должны учитывать, что у нас своя история. Должны знать, кто в истории, в корне, что, с кем мы были связаны, воевали. За что, за какие ценности, чтобы понять, кто мы такие вообще, из чего. Король, лев же не просто так львом рождается. У него, его отец, его предки, они львы не просто тоже. Их так эволюция сделала. Вспомните король лев, когда Симба потерял различие между собой, кабаном и еще там, кто там. И к нему отец, когда явился и говорит, ты забыл меня, ты же больше то, кем ты стал. Ты же мой сын, ты же король, ты же лев. Найди место, свое место в вечном круговороте жизни. И он тогда обратно вернулся и занял свое место. Здесь то же самое. Наша история, наша кровь, наша... А если будет каждый, кто как, религии туда, мода туда-сюда, что же, народа нету. А здесь конкретно идет общий голова, туло, у каждого свое предназначение, место в этой системе. Каждый работает во благо этой системы, понимая, что у него своя, исходя из политики. Политика была, есть и будет. Мы не в раю, чтобы рассуждать, типа, не лезь туда, политика, да, это что-то. Какая раса, какой религия. Если бы разницы не было, никто нашу культуру мы бы не уподобляли другим, то обесценивали. Она бы у нас не пропала, логически, если подумать. И была бы на официальном принятом уровне, официальном. Ириштон, это есть Ириштон, асы, арии. Куда арии делись? Потому что Вов не сказал бы ты, что мы носители этой культуры, потому что это было под запрет. Это ж политика все. И она в тени была. А это наша культура, наша история, наш фундамент. Каждый на своем месте. У каждого своя эволюция. Каждый имеет место быть. Тот, кто под себя делает, типа рассуждает, в будущем одна религия будет, а ничего не будет. Там, где будет это фашизм, это там деградация. Человек, мир многогранен. Нужны точки, альтернативные точки мышления, то есть культуры. Для того в этом и смысл жизни, контраст уровней, что каждая душа, дух, она в определенной среде, культуре, семье проходила свой уровень. То, что арабу непонятно, то, что в нашей культуре есть, наше знание, мировоззрение, им не понять, потому что это не их уровень, значит им свое.
И не надо к нам лезть и обесценивать то богатое наследие цивилизации, которые до всех и зороастризма, и, ну, мы в живом виде несли. И о какой истине мы говорим. Поэтому первоцель, она ясна. Я вот четко и ясно знаю, как надо, чтобы нормально. Вот, блин, за народ говорить. Все, что будет отходить, я вам даю слово, все, что вот будет отходить от моего слова истины, я вам от имени, да, вот, мне Всевышним дано. Я говорю, будет отходить от того, что я говорю, от культуры, вот что, идеологии, нартиады, все это обречено на провал. Нет нашего народа, забудьте, память стерта вообще, история. Все, что предками нажито, ну, мы будем семенами какими-то, но это не, ну, поэтому что, мое дело сказать, даже я же никого не там. Я вам то, что знаю от души, от сердца. Дальше уже думайте сами. Я никого не заставляю меня слушать. Ради интереса смотрите, любопытства и что дальше. Азамат Славикович, мы можем задать вопрос? Конечно, можете, только по теме. Я не за стрит конкретно религии, но я говорю о том, что культура ариев, она, ну, это единая культура была. Но, опять-таки, надо уровни рассматривать. Культура-то была распространена, просто разные чуть-чуть и культы, ну, в целом, в общем и целом, это арии были. Мировоззрение, понимаете? Ибо какая разница между русским хорошо, хормашу, хорошо, хор и хуарз или хорз, или в священной вести хварна или фарн, небесная благодать. Дарай сом хуарз, дабон хуарз, доброе утро. Дара ура, дарай у чего у Ра, у Творца, у света. Там, где свет, там есть Творец. Там есть благость, небесная благодать, там есть хорошо, хуарс. То есть живой язык и с четким пониманием носителей, чего мы являемся, с четким, ясным. Это для меня, и в том-то и дело, что многие не догоняют, о чем же, вплоть до того, что вы думаете, что ну, тип накурился там, ну, что-то. Нет, посмотрите культуру славян, о чем они говорят. Радость, благодарность, ра, везде доброе утро, культура, везде ра. Вар, зонти надо. Везде вот эти, заметьте, сердцем своим, откройте свои сердца Богу, как говорят, и вы поймете, не держитесь за какие-то навязанные вам образы и шаблоны. Через ваш язык, культуру посмотрите на мир, через живой язык. Не просто так мы говорим «Оммей хуцал».
Японо-мастинчик, привет из Кабардино-Балкарии, я так понял. Всем тоже. В Нальчике я был когда-то. Хороший там, тоже своеобразный мир. Там, я помню, есть с астинскими фамилиями. Там даже есть тигороязычный поселок, тоже Малый Лешкенес. Есть у нас Лешкен, есть там тоже. И там на нашем языке говорят. То есть там, да, с аланами тоже связь, конечно, была. Но это в основном же, как считают, тюркоязычные. Ну, с аланами у них тоже там. Ну, а там был, мне понравилось. Как ты относишься к грузинам? Я ко всем ну, родились и живут в Осетии. А как я должен относиться? Ко мне кто нормально относится, я тоже от души свою жизнь отдам. За любого грузина и ингуша. Вот у нас ингуши. Тот, кто со мной нормально ко мне относится, к моему народу, и я тоже за него любому шею сгрызу. Поэтому что, какие проблемы? Ко мне не лезьте, я тоже не. Мне это зачем надо? Я мирный гражданин. Но если так будет продолжаться, естественно, активисты там с ингушской стороны, я тоже буду отвечать, и многие отвечать надо. А если кто-то говорит, это все политика, это, ну тогда говорите об этом, что это все политика, Фред, мы с тобой, мы вместе. Но вы же не говорите. А потом становитесь жертвами чьих-то политических идей, активистов, фанатиков каких-то. Поэтому нужно быть самоопределенным, точно знать, как и что, и за правду. Если она у тебя есть, не молчи, неси ее, говори, неси этот свет, а не это. Если видишь там, это, видишь активист там, что-то натравляют друг на друга, разогревают конфликт, тогда отвечайте. Грех, когда ты молчишь, ничего, правда, и как мышь там, что такое. Вот я бы тоже так мог. Ну, я ж за собой. Мне самое главное перед самим собой быть правдивым. Поэтому у меня цели нет кого-то обманывать или что. Но если я вижу там, кто-то мою не то что историю себе, и нас еще, казахи тоже есть там каналы. Упоминают там племя асов, и типа нас как будто вообще нет. Естественно, меня это сильно задевает. Чё, как кто такие уйсуны, асы, аланы? Вот они, но они же не говорят, а почему нет? Конечно, я отвечу, скажу, вы чё? Мы-то же ни в чьей истории не лезем. Мы точно знаем, кто мы такие. И не говорим, что мы там в войнах и там. Не, в войнах и у нас, естественно, саланы там очень много ассимилировались. И язык войнахский. Смотришь, свой, не свой. Как будто свой по духу тоже свой какой-то. Но с языком не. Короче, у тех войнахов, которые ДНК Г2 это ланы, ну, это осетины. А все осетины в основном несут от
аланского царя Ос-Богатара, Г2. Вот мой однофамилец Чехтисов, он тоже Г2, аланский. А фамилия Аси. Из Асии мой предок в Лесгордоне Фарс пришел. Асия это где ныне западные, там Алания была, Кабардино, Нальчик, там это все территории Аламбы, Ассов. И этот этноним там распространился. И оттуда мой предок Лесгордоне Фарс, он там обосновал. И оттуда род пошел наш. Сата его звали, у него были дети, одного Бетан звали, от него Бетанову пошли. Другие ну там много кого. А напротив Задолеск, Задолескина, где по преданию одна мужественная женщина собрала аланских детей последних после нашествия хромого косоглазого. И она их упрятала, и от нее тоже и род идут другие аланы. И вот так. А так в древней карте Армении тоже фиксированы асы, дигорцы, ас-дигор. Прежде всего асы. А так вот там начинают разгонять, там, манипулировать нашей историей этнонимами. Типа, вы осетины, какие вы асы? Какая разница? Асы, осы, это одно и то же. Аланы себя асами. Где дан у вас один этноним? Вы говорите дигорцы, кударцы. Это просто разное самоназвание одного народа, как скифы, сарматы, аланы, арии, носители одной культуры, мировоззрения, просто разные этнонимы. Ну, какая разница между... Даже эти этнонимы, вот кто не знает культуру нашу, они будут различия иметь между аланами и сарматами, не зная нашего языка. Вот, допустим, взять аланы, оно от ас. А ас это что такое? Опять богоподобный. Аздан, Ваздан, Осетин. Кто такие сарматы? На нашем языке сар – голова, мат, то есть сарта, то есть, понимаете? Какая разница? Ну, в их смысл углубиться там, можно понять, кто это такие, исходя из культуры, мировоззрения этого народа. Посмотрите на скифское искусство. Четко и ясно видно носители, какой культуры они являются. Все искусство на основе солярного, как какие арии. Но в нашем народе все три группы встречаются, но основная Г2. И начинают нам, вы, а какие арийцы это Р1, да, опять это с контекста вырывания полной нашей истории. Это один народ, одно, культура одна, арии. Это, ну, и аланы тоже суть, форму имеют. Какая разница между ас и рон? Что ас это понятие, тот, кто несет воздан или культуру, что и Ахдаугинлак, что и Алан, что и Ирон. Если вы знаете корни, синоним, кто это такой, носитель какой культуры, то никогда осетин дигорец, допустим, не скажет, что он не Ирон. Это все равно, что сказать, что ты не осетин, потому что у них синоним, суть одна, это арии всей. И когда начинают делить там кударцы, там, это те, кто делит, не знает культуру, вообще не. Из-за них мы все принимают, и они еще нам говорят, какая разница, какой ты религии. Конечно, нет разницы. Когда разделили все пополам, из-за этого все проблемы. Поэтому надо прежде возрождение народа с корней. Вот почему? Потому что корни это твой язык, а язык это ключ к пониманию четкому,
носитель какой культуры являешься, идеологии, ценностей. Эти же ценности формировались сколько тысячелетий, всю историю. За это предки отдавали жизни. Теперь за короткий период какой-то кому-то они не нужны. Можно водку ставить около 3 пирогов. Зато в церковь нельзя. Это же факты. Простые, но противоречащие факты. Наоборот, где 3 пирога, там по сути есть дзуар, живой храм, там имя Всевышнего. Как туда водку можно ставить, а в церковь нельзя? Это какая логика должна быть? Вот вам факт подмены. То, что Бог типа начинается в церкви, а 3 пирога там можно водку ставить. Как такое? Логика где? Нигде вообще. И вы мне еще что-то пишете. Лучше меня послушайте, из того, что возьмете, польза будет. А так, что... Ладно, у меня зарядка. Благодарю за внимание всех тех, кто слушал, не в отличие от некоторых там, не языкоблудил, заблудил. Так что всем истинным, достойным сыновьям кавказского народа, всей России, осетинам, всем, где бы вы ни были, правильных вам, Вашкерги, Варахес Фарс, Растфандак Таута, Иратта Аста, Разма, Растфанда.